Аят Машвой. Маршал Хулдели, Масана, Насарган. Сегодня у нас юбилейный стрим, 200-й, на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня 21 февраля 2026 года, 19 часов 36 минут по Брюсселю и, соответственно, 21 час 36 минут по городу Джахару. С нами, как обычно, соведущие я и Аят Идигов нашей вот этой передачи, сопредседатель Президиума правительства ЧРИ. Приводорой. Сейчас стрим у нас идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Вы можете зайти непосредственно, принять участие в нашей сегодняшней беседе. А также у нас стрим идет на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok. И я, как обычно, слово передаю Аяду Идигову. Аяд, Маша воля. Маршал Делик, Масарга. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня, как Асан сказал, соответствующее положение. Это 200-й у нас стрим. И сегодня как-то это совпадает, близко совпадает началу, так сказать, завтра, через день у нас будет такая знаменательная, очень важная дата. Это День возрождения чеченского народа. Мы его обозначили в 1994 году, парламент и президент. И это день ссылки чеченского народа, который тогда в Советский Союз выслал наш народ. И, естественно, следующий 24 февраля, это 4 года начала очередной агрессии империи против Украины с целью захвата этой территории и, собственно говоря, уничтожения этого народа. Вот всего вокруг этого можем говорить. Но здесь у нас вот пространно названо, значит, Чеченская Республика Ичкерия, возможно, союз. И это входит тоже в эту, как говорится, канву, в эту оболочку внутри, где мы будем об этом все говорить. Но, коротко говоря, мы начнем с того, что День возрождения чеченского народа был назван не потому, что это был такой день, как будто мы не возрождались. Дело было в том, что мы много обсуждали, когда в 1994 году прошло уже 50 лет с тех пор, как выслали наш народ, а мы, как бы, значит, все время эти дни оплакиваем, переживаем на всех уровнях. И возможность о том, что мы вот создали свое государство и должны теперь действовать таким образом, чтобы развивать наше государство, расширяться, но все изменения вносить в соответствии с теми нормами, которые есть в мире, и человеческими моралями. Поэтому было тогда решено, всеми было решено и принято, что мы должны этот день, чтобы не был он постоянно, как говорится, такой трагичный, начать с этого момента, значит, Днем Возрождения, назвав его. Ну, а то, что была ссылка, что были такие страдания, это оставить на уровне такого религиозного, значит, восприятия и на уровне того, чтобы мы никогда это, конечно, не забываем, помню, что День Возрождения начался через 50 лет после, то есть обозначился через 50 лет. И вот такая ситуация складывалась, и все были с этим, как бы, значит, довольны, обоснованы и считали с этим. Это такой день, так что мы должны об этом все помнить, хотя многие наши люди, которые вообще-то в целом против нашего государства, конечно, в первую очередь те, кто враги нашего народа, враги нашего государства, пытаются всегда опустить этот вопрос День возрождения чеченского народа. И не говорят про это, а пытаются затмить его днем ссылки чечено-ингушских народов. Так? Но как бы то ни было, мы сами должны, наши патриоты, наши граждане должны это помнить,
понимая, что мы идем по пути того, чтобы, значит, возродиться, не чтобы мы были уничтожены, как того желает империя, не то, чтобы нас с этой территории изгнали, это уже много веков нас пытается знать с нашей родины, где мы живем тысячелетиями. Поэтому мы должны в этом вопросе придавать себе большое значение и всегда помнить, что да, этот день ссылки чеченского народа, незаконная, преступная империи, и с этого через 50 лет мы начали говорить о том, что это будет день возрождения, мы будем развиваться, значит, и жить в современном мире, в современном своем государстве, имея свои значит, политические воззрения и связано с тем, что мы пытаемся сохранить свой народ, развить его, говорить на своем языке, чтобы в перспективе могли жить и соседями государств в мире и согласии. Вот о чем было, значит, мнение тогда. Я об этом напоминаю и вот хочу поздравить всех наших людей с Днем Возрождения нашего народа, который будет состоиться 23 февраля этого года. И в то же время мы не забываем о том, что наш народ тогда, вот в этот день, как раз-то было 50 лет с того момента, как вот наш народ вернулся назад, ссылки, которой 50 лет началась в 1944 году прошлого века. Таким образом, вот мы сегодня по этому вопросу говорим. И в то же время, конечно, мы понимаем очень важное значение, которое мы придаем этому, что сегодня вот мы видим, и сейчас я знаю, что в Украине там собираются друзья украинского народа, наверное, со всего, я так думаю, мира, и руководители, и политики, и собираются там, и будут обсуждать вопрос о том, как строить отношения с этой новой империей, которая в очередной раз вторглась на территорию Украины, и убивает день и ночь, убивает людей, и потом из себя изображает каким-то страдальцем, утверждая, что якобы все, во всем виноваты украинцы, что они бендеровцы, что они враги, что они прогибают, мол, русский народ, уничтожает, который находится, допустим, в самой Украине. Насколько мне известно, никто их не прогибает, но никто не забывает то, что сделала Русская империя. Это имеется в виду и Россия, сама царская, потом Советский Союз. И эта империя действовала не только против, скажем, этих вот народов, которые входили в Советский Союз, но и против самого русского народа тоже. Это надо отметить. Хотя среди русского народа и других народов появилось разных деятелей, которые все это не признавая, чтобы сидеть во главе, короче говоря, человека ненавистную политику ведут. Поэтому, исходя из этого, мы сегодня говорим, что те действия, которые производятся в военном плане со стороны Москвы против Украины, это неприемлемо с человеческой морали, с точки зрения международного права, это неприемлемо. И мы не можем с этим согласиться, и поэтому мы делаем все для того, что от нас зависящее теперь, чтобы сказать, что нет этой империи, нет этому злу. Хотя наш народ, начиная с 91 года, на себе испытал 5 агрессий, 5 российских агрессий. В 91 году, потом в 92-м, потом в 94 ноябре, потом в 95-м, потом в 99 году. И каждый раз, кроме последней вот этой агрессии, когда у нас иссяк, скажем, человеческий и материальный ресурс, нам уже не было возможности бороться открыто. Мы перешли на партизанское движение сопротивления и наше движение по зарубежью, по раскрытию того зла, который каждый день против нас льет против чеченского народа, льет Российская империя. Эта работа велась, и тогда многие думали, действительно верили тому, что было сказано Москвой
эта Москва говорила это по всем, скажем, своим вещательным каналам, СМИ по всему миру, утверждая, что мы, чеченцы, террористы, бандиты, что мы головорезы, что только на нас не говорили. Поэтому, кстати сказать, когда чеченцы высылали в 1944 году, тогда Москва, то есть Совет Союз, заявлял и убеждал то есть всех в мире, и в том числе и тех, куда нас засылали, Казахстан, Киргизия и другие территории, говорили, что к вам едут людоеды. И наши люди, я помню, как мне рассказывал отец, я-то там родился, был совсем не помню, что казахи вначале думали, что это людоеды здесь приехали. И вот что происходило, и вот что делает эта империя, которая ненавидит, скажем, все человеческое. Она любит только тех, кто им подчиняется, она пытается расширяться и живет только за то, что вот она захватила вот эти территории, их богатство, все. И сегодня, обладая колоссальными, скажем, больше всех территорий в мире и природными запасами, она снова ведет ту же самую войну, и она вела ее против нас, как я говорил. Так сегодня наша территория оккупирована против Грузии, ну, Украины, Молдовы, ну, естественно, я скажу, и против белорусов. Потому что они насадили там марионетку свою, которая сегодня утверждает, что он там закон. На самом деле этого нет, мы знаем это. Поэтому, исходя от того, что сейчас есть в мире, то, что мы видим, и какие решения вот принимаются этих женевских встречах, которые были в эти дни, где там что говорилось, то, что происходит сейчас, скажем, в Америке, где собирается группа, значит, людей, глав государств или их заместителей, Совет мира, который создает президент Трамп. И вот вокруг этого мы поговорим и скажем, что должно быть с нашей точки зрения, что, как мы видим эту ситуацию. Ситуация, конечно, напряженная. Мы знаем, что никаким образом Украина не может согласиться с той претензией, которую сегодня выдвигает Москва и пытается поставить на колени украинский народ. Ей это не удастся. Ей не удастся это сделать, потому что украинцы знают, что кто против них сегодня, значит, бьется, чего они хотят, и с этим украинцы не согласны и никогда не согласятся. Вот в чем вопрос. И вопрос вот, 4-летия, который будет обсуждаться, там это будет все, видимо, говориться. Мы, собственно, говорим о том, что Украина – это независимое суверенное государство, по праву создано в рамках современного международного права. Как то было и наше государство, которое мы создавали, и другие государства, которые образовались лишь только потому тогда, по праву, я имею в виду по праву с точки зрения международного права, потому что СССР развалили. То есть выход даже из Советского Союза самого, если бы потребовалось и захотела любая республика, хотя там было сказано, что можно выйти из Советского Союза, что это позволительно, что нужно провести референдум. Все было сделано так в этих словах и в этих законах, что никакая республика никогда не вышла из этого Советского Союза. Так было сделано. Но сам тот момент, что Советский Союз развалился, его развалили, и притом он автоматически стал разваливаться, как это было и с другими империями в прошлых временах, то это случилось в этот раз, потому что эта империя уже взорвалась, в смысле взорвалась изнутри. Она не считалась людьми, свободой личности. Она делала все для того, чтобы просто держать в жестком, как говорится, состоянии этих людей и не давала им возможность даже дышать. Они на каждый вопрос там, значит, в ГУЛАГ отправляли, они отправляли, создавали оружие, все природные богатства, которые были в этой стране, все, на всех территориях, шли на то, чтобы создать какие-то военные объекты, военное снаряжение, атомные бомбы. Вот чем занималась
тогда занимал Советский Союз. Это мы знаем сейчас. И в целом они создали целое, значит, государство в государстве, которое бесплатно эксплуатировало людей, за каждую провинность сажая в тюрьмы, Да. отправляя в эти гулаги. Мы это знаем. И в то же время они не смогли, эта власть не смогла решить вопрос даже пропитания этого народа, когда цены на те, скажем, природные запасы, которые были в Советском Союзе, она продавала нефть, газ, золото и другое, когда на это цены упали, то получилось так, что Советский Союз, оказывается, ничего не производил того, чтобы можно было обеспечить население питанием, одеждой. То есть и это случилось таким образом, что мы видим в головах людей тогда появилась мысль, это что за государство, которое победило, вот, допустим, во Второй мировой войне, а что она делает для народов, что она делает для личности. Вот какая ситуация тогда складывалась. Сегодня разные рода политики выступают там, по телевидению, особенно русские в Кремле, и как-то вот себя говорят, вот мы русские, и все русские. Как будто в этом мире только русских и не было. Русские-то появились, может быть, лет 300-400 тому назад всего на свете. А народы, которые живут на территории этого бывшего Советского Союза, эти люди, имеющие историю, тысячелетнюю историю, очень многие, так это все вот прогибая, как будто этого нет. Вот такое дело, значит, устраивает империя. Сегодня то, что вот происходит в мире, и то, что мы с вами должны знать, что ситуация очень и очень напряженная, тем более, что сегодня Соединенные Штаты Америки не делают того, чтобы надо было делать, как это делал прежний президент Байден. А я надеюсь, что все же у нее есть какая-то вот эта закваска или какие-то ходы, то есть хочется надеяться на это, но надежды все меньше и меньше, все идет к тому, что как будто бы, значит, Путин договаривается с Трампом, президент Трампом, для того, чтобы решить вопрос о том, чтобы, о том для того, чтобы оторвать, допустим, уже Путин, по-моему, пытается, об этом уже говорят, оторвать Запад, скажем, Европу от Америки разорвать. Вот такая ситуация складывается. С одной стороны, как будто бы Запад должен оторваться, вернее, это и Соединенные Штаты должны как будто оторваться от, скажем, того, чтобы контакт не был у России, между Россией и Китаем. То есть здесь вот такая вот закваска закладывается тоже вопрос интересов. Но самое главное мы понимаем, если нет защиты человека, нет обеспечения его социального положения, все это остальное, это все, как говорится, все уходит в воду, в сито. Поэтому мы исходим из того сегодня и говорим, что мы находимся в той ситуации, когда мы должны думать. Я говорю за чеченский народ, и, конечно, здесь, я думаю, согласны и другие люди, других народов, особенно украинцы, что необходимо дать отпор этой империи. Необходимо показать ей, что она не может так себя действовать больше. И любые экономические интересы, которые бывают и есть в больших странах, там, великих больших странах, с многомиллионными населениями, их интересы тоже должны, конечно, в итоге думать о том, что человек, личность, это в первую очередь. Вот такая ситуация, Аслан. Давай тогда, не буду я дальше продолжать. Если будут вопросы, будем говорить и вопросы, ответы продолжим. Мгм. Аслан. Баркалая. Друзья, напоминаю, задавайте вопросы, и я их зачитаю. Аят, вот вы сейчас говорили про свободу личности, и свобода личности – это ну, для чеченцев, для чеченской культуры, ну, это самое главное. Человек должен быть свободен, даже несмотря на со стороны кажущиеся какие-то очень строгие наши правила, при всем при этом у нас каждая личность, она имеет ценность, человеческая жизнь у нас бесценна, и ну вот в этом, вот так мы тысячи лет развивались в этом случае. И сегодня как раз вот то, что вы сказали, Марко Рубио буквально вчера, позавчера он выложил на
Департамент от State США по-русски. Следующий текст. Госсекретарь США. Мы не хотим, чтобы наши союзники были скованы чувством вины и стыда. Мы хотим иметь союзников, которые гордятся своей культурой и своим наследием, которые понимают, что мы являемся наследниками одной и той же великой и благородной цивилизации, и которые вместе с нами готовы и способны ее защищать. Аят, когда я это прочитал, мне показалось, что он к нам обращается непосредственно. И я ему написал там комментарий, и мне кажется, что вот Марко Рубио и говорит эти вещи, слышится дух Луций Юний Брутто. Он был такой основатель, самый первый основатель Римской республики, который заступился за честь женщины, сверг царя, отомстил за эту женщину, причем она ему была никто, он просто родственные какие-то, может, связи были у них, как Зелимхан Харачоевский когда-то, когда за Зизок вместе с братом целую войну там устроил и потом начал уже вести, отстаивать интересы всего чеченского народа, начав, как говорят, с этого. Как вы считаете, Аят, вот какие у нас есть общие корни, которые вплетены в одну цивилизацию, в одну историю с Римской республикой, основанной в 509 году до нашей эры? Видите вы какую-то параллель и связь? Ну, это историческое такое дело, которое ты сейчас не задал. Конечно, сплетены. Конечно, вот с прошлой эры, как говорится, тогда, что было в истории нашего народа, оно еще не полностью раскрыто, потому что все, что было связано с нашим народом, оно, значит, прячется. Империя, когда ссылала наш народ 6 раз, всегда все, что связано было с нами, все сжигало, книги, там, другие все предметы доказать сжигало. И сегодня мы по крупицам собирать можем это в разных, скажем, архивах, библиотеках других стран. Наши вот ученые, архивисты этим занимаются. Даже очень многое сейчас нам становится известно, но это все требует как бы доказать, обоснования. Из этого видно, что мы действительно, весь этот мир, он был приплетен, потому что мы знаем, что миграция на этой нашей планете, она постоянно происходит. Она начиналась, скажем, с одной точки, говорят, с африканского континента или с Азии, потом открываются какие-то другие вот научные открытия. Но понятно, что миграция происходила постоянно, весь мир, и люди постоянно двигались по этой планете. Потом оно как-то в этом плане, вот как бы мы видим, что преобразовалось в какие-то территории, государства, княжества, потом они стали за это вот как бы биться друг другу, все это пытаться отнять, за счет этого вложиться. То есть это целая история. Ясно, что мы знаем с вами, что наш народ – это древний народ, имеет основания говорить о том, что наш народ, потому что нашим языком практически в мире нет другого языка, который похож на наш язык. Если язык ни на что не похож, ни на какой другой язык не похож, то получается он один из древних самых, так? Мы же не с Луны свалились, мы же не с другой планеты пришли. То есть мы здесь говорим о том, что все, вот это так называемая злоба, конкуренция, и это со временем оно стало как-то развиваться, и разные страны там свои языки, свои, скажем, культуры стали ставить на верхней этажерку, других стали унижать. То есть вот это вот, соперничество, оно, конечно, привело к тому, что сейчас мы видим, сколько сейчас, около 200 стран мира, а в то же время, насколько известно, вот сколько говорят, около 5000 народов, 200 стран, около 200 стран мира, официально так, а народу столько. Есть народы, которые хотят иметь свои государства. Так?
им это не позволяет. Есть современное международное право, которое говорит, что все народы имеют право на свое государство, на самообразование, в смысле в виде государства или другой Мгм. форме существовать. Однако те территории, которые есть сегодня в мире, им прописано в современном международном праве, сказано, что из этих стран, собственно, должны выйти эти новые государства, эти территории. Поэтому они себе заключили вот такой вот пункт, в котором сказано, что право народа на самоопределение, то есть государство, есть не односторонний акт. Это что означает? Это означает, что вы можете создать свое государство, но вы должны понять, что вам на это разрешение должна дать та власть, в которой вы сегодня находитесь. Вот исходя из этого, и сегодня вот эти вот государства существуют. И вот я приведу пример, вот не свой, а вот в Испании, когда Каталония несколько лет назад пыталась выйти и стать новым государством, они провели все те процедуры, которые необходимы, сказано в международном праве. Референдум, другие значит, действия с точки зрения международного права. Но когда в конечном итоге осталось, что разрешение должна дать Испания, Испания не дала это разрешение, и у них разразился большой скандал, и так они не получили это. Лидеры этого движения, которые были на стороне, чтобы создать свое государство, были арестованы, посажены. То есть вот такая вот ситуация существует в мире, мы должны знать. Также это относится и тем новым государствам, которые созданы последние, скажем, 20-30 лет. Вот те государства, которые образовались при развале Советского Союза, когда развалили этот Советский Союз, то остальной мир принял этот вариант. Но дело в том, что в этой Советской империи тогда было уже 35 государств. Советская империя 3 государства, 3 республик признала независимыми, имеется в виду Балтийские. И оставалось 32 значит, государства, 32 республики, фактически со всеми атрибутами суверенного государства оставалось. И когда Советский Союз развалили, то эти все республики имели право на свое образовать свое суверенное государство в рамках той, скажем, линии, которая записана в международном праве. То есть та власть, которая должна была и дать им разрешение выйти из Советского Союза, она сама исчезла. Значит, находясь в международном правовом поле, эти все 32 республики, которые были в Советском Союзе, оказались в международном правовом поле, имели право создать свое государство, провести соответствующие мероприятия, там, избрать власть, значит, определить, какой путь они хотят, значит, избрать, как они хотят существовать. Вот этот путь после вот развала Советского удалось сделать только 13 республик. Это те 12 республик, которые были союзом раньше в Советском Союзе, и плюс Чеченская республика. Остальным республикам это было запрещено, как бы, запрещено. Против этого выступил нарастающие новые диктаторские режимы, в принципе. Или это было то, что, значит, согласовано с этими народами. То есть вот такая ситуация сложилась. Я заберу пример за РСФСР, но России, которая потом стала. Она Мгм. стала препятствовать тому, чтобы из-за этих республик, которые стали тогда союзными, чтобы они образовали свое государство, препятствовали. Собрав их в единый кулак, она начала после этого вот эту экспансию по захвату и других всех территорий. И сегодня мы сталкиваемся с этой проблемой, с этим их запланированным шагом на всем постсоветском пространстве. Они, кроме этого, еще развивают свои мысли, что они пойдут и дальше, то есть историческую роль, то есть захватить территории, которые были еще раньше при царской России, снова. Вот такие планы строить империи. Вот в чем суть вопроса, если мы сейчас говорим. И поэтому, конечно, это все связано. Вот то, что говоришь, какие мы имеем корни.
То есть мы имеем корни, все народы мира, они связаны с тем, что они на этой планете жили и вот так вот развивались, и вот так вот сейчас идет вот эта борьба. Мы же видим Китай, Африка, Азия, ну, в целом Азия, Америка, везде вот эта борьба идет. То есть мир на стадии того, чтобы как-то собраться и жить едино, мирно, свободно, чтобы свободный был человек, или на то, чтобы полностью взорвать этот мир. Для этого сейчас есть способы, есть атомное оружие, и это атомное оружие хотят все больше, больше его, значит, увеличивать некоторые страны. Сейчас хотят, а почему они хотят это делать? Для того, чтобы иметь какую-то защиту. Если у тебя есть атомное оружие, то на тебя, мол, не нападут, и тебе в ответ никто ничего не пришлет. А на самом деле, по большому счету, развитие вот этого расширения вот этих стран с атомным оружием, это очень опасный момент, потому что когда эти страны получат все возможность иметь это атомное оружие, то кто-нибудь найдется глупый, который один раз или два раза найдется и ударит. И тогда вся планета может покрыться смраком, как говорят ученые. Это на 200-300 лет Солнце не будет даже проглядывать. Вот настолько ученые об этом говорят. Действительно, мы знаем, когда в Нагасаки, там и Хиросиме взрывали эти бомбы, уж на что это вылилось. За один раз до 300-400 тысяч человек убивали. Это были слабые, очень слабые заряды. А сейчас-то они сделали и водородные бомбы, и другие. То есть вот такая ситуация складывается. И таким образом весь мир связан между собой, Аслан. И мы, чеченский народ, тоже Совершенно верно. являемся частью этого общего, скажем, населения нашей планеты. Мы люди этой планеты. Вот в чем наша разница. Совершенно верно, Аят. И знаете, вот я недавно для себя открыл вот этого Луция Юния Брута, которого сейчас изучаю, смотрю, наблюдаю за ним. И я вот первый раз в эфире о нем произнес. И самое удивительное, с таких совпадений очень много со мной происходит. Он свергал, кого я говорил, он свергал Луция Тарквиния Гордова. Это его дядя был по материнской линии, двоюродный дядя, там через дедушку, который был тираном и так далее. И вот он его свергал и его победил. И когда я вам этот задал вопрос, к нам зашел человек с ником Горец Гордый. И вот как только я вам задал этот вопрос, этот Да? Горец Гордый начал оскорблять, как обычно, нас. И у него тоже Гордый ник в нике находится. Решил отметить это, потому что такое совпадение. Абсолютный враг, тиран, и говорим о нем, и заходит человек с таким же ником. Очень интересно. Очень, Ну вот очень. я скажу два слова, Аслан, извини. Я тоже Пожалуйста. прочитал это. Ему не нравится то, что мы говорим. Не нравится, не Говорит, нравится. что вот вы замолчите, мол, все такое. Но зачем нам молчать, когда ты сидишь и молчишь, ничего не делаешь? Спрятался, как Гульчатай, и где-то сидишь и молчишь. Как трус поганый, извини за меня за выражение. И еще пытаешься оскорблять людей, которые хотят сказать за то, чтобы твои права мы пытаемся оправдать тебя, который ни в чем не виноват. Мы говорим, и насилие над тобой тоже не должно быть, кто бы ты ни был. Вот о чем идет речь, а он здесь садится и говорит на чеченском языке, эти вещи говорит. Но это ты, наверное, не чеченец в целом. Если ты бы Не чеченец был бы, чеченец, не ты не чеченец. говорил бы такие вещи. Ты, наверное, проникся вот этой язвой, которая имперской, в тебе это сидит. Или что-то другое. Может быть, тебе лично не нравятся люди, это другой вопрос. Мне тоже многие не нравятся, и я много не нравлюсь. Но вопрос в том, что мы ищем справедливость. Или ты себя считаешь самым лучшим? Мы, вот Аслан говорил, да, чеченцы всегда сохраняли личность. Любой оскорбленный человек, любой униженный человек из нашего народа, он имел защиту. Он знал, что его защитят, он знал, что если его накажут, ответ будет. И люди себя поэтому понимали, что они защищены и свободны в этом обществе. Аслан? Баркалаят. Аят, как вы знаете,
этот день называется у нас у чеченцев Дадуринде. Чеченцы это называли в то время Для Дадуринде. ссылки, да, ага. Потом, ну, день фактически разрушения, день Да-да, разрушения. Так, да. так это произносится. Такое глобальная, масштабная трагедия, такая цивилизационная произошла у чеченцев, потому что вот наши соседи решили с нами так поступить. И, в принципе, такая же ситуация, вот разрушение, которое произошло у нас в 1944 году, 23 февраля, произошла вот сейчас в Украине. Да, сперва война уже шла 10-8 лет, и вот сейчас широкомасштабная 24 февраля. И эти даты очень сходятся. Исходя из того, что я считаю Россию, и многие считают и Россию, и вот сатанистской, абсолютно беспримесным злом, и что даты для них имеют значение. Как вы считаете, это могло быть каким-нибудь таким зловещим, ну, не случайным совпадением, что именно у 23-24 события февраля происходит такого масштаба, а вот Знаешь, я каким-то еще, зловещим заговором? да, хороший вопрос. Я еще тогда подумал, когда они начали 24-го, почему они это не сделали 23-го? Вот я подумал. И мне показалось, что они тогда побоялись объединить чеченцев и украинцев даже этой датой. Вот они побоялись Совершенно этого верно. и начали 24-го. То есть как бы поэтапно. Вот. И И тут потом они, отмечать удобно, без да-да, мобила. Потом, когда празднуешь, 23 да, это вооруженные силы у них, да-да. они все отмечают, а потом и Вот, 24 придумали, да-да, что у ну, нас вот 23-го был день ссылки, потом день возрождения, и теперь они еще вот это все понимая, а у русских это день советской армии был, день вот 23-го. То есть они такие кощунственно себя, такое у них вот, даже вот на этом уровне вот так себя они ведут, для того, чтобы тебя кольнуть, да-да-да. удавить. Когда вот в школе учились все, день советской армии, там в школе, помню, девочки дарили там какие-то цветы, подарки мальчикам, Мгм. в ответ, а ты чеченец, и ты знаешь, что это день для трагедии твоего народа. То есть это как бы Да. оскорбление было. Все радовались, прыгали, кричали. Да-да-да. Поэтому сегодня они вот так вот не хотели, чтобы в этом ключе были мы и украинцы объединены. Но мы объединены, все равно мы это понимаем. В нашей душе единство есть в этом нашем устремлении. Слав? Совершенно верно. Ну, вы тоже считаете, что могло быть это не случайным? Конечно, не Правильно? случайно. Да. Да-да-да, это дата. Ну да. Дело мы имеем, конечно, с абсолютным беспримесным злом. Причем, я так полагаю, исходя из истории, мы это дело имеем уже на протяжении всей истории человечества. Просто разные народы, ну, разные имена меняются, а зло одно и то же. Против божественного справедливого начала. Ясно. Так, я бы хотел еще спросить у вас по поводу вот событий, которые в Украине происходят. Той самой Украины, которая для нас важна не меньше, чем наша борьба. Много разных вещей, я знаю, вы не любите критиковать, но вот сейчас открытое заявление Валерия Залужного, от которой говорит, что вот только когда было вторжение, он собирался ударить там в запорожском направлении, в эту сторону собрать кулак, нанести и разбить русских. А Ермак настаивал на том, чтобы рассредоточить все войска по линии фронта, таким образом фактически распылил он их вот так полностью. И вот мы видим то, что видим сегодняшняя оборона, которая держится на духе украинского народа. Что вы считаете по поводу этого вообще конфликта, что в первый раз Залужный такое говорит? Начинается предвыборная какая-то баталия, или же это просто не выдержали немножко нервы у генерала, и он выдал немножко нам правды, которую так долго скрывал? Ну, сказать здесь сейчас кого-то прямо обвинить, потому что мы изнутри не видели это дело, мы не можем, потому что имеем точку зрения, несколько точек зрения по этому поводу. Но Мгм. ясно, что само состояние, которое
тогда вот, значит, было, оно все же, может быть, может быть, и лучше было бы, а может быть, и нет. Поэтому, что говорил Ермак, что говорил президент, это все, что говорил генерал Залужный, это может быть, мы сегодня так думаем. Мы сегодня тоже думаем так, что если бы мы вот так вот поступили бы, когда на нас Россия нападала, либо что-то по-другому было бы, то было Мгм. бы иначе бы. Мы тоже так думаем. Я думаю, история расценит все это, посмотрим. И если ситуация так сейчас складывается и настаивает на том, чтобы Украина отдала свои территории, вот по этому поводу я скажу свою точку зрения, что это ни в коем образе нельзя делать, потому что это является процессом, который может совсем, значит, потерять контроль, и Россия никогда не успокоится, получив, как говорит себе, закуску эту, она снова пойдет. Поэтому нельзя давать вот эту возможность, чтобы даже он подумал, что вот это территории, которые они захватили, и у них не спрашивают за захваченные территории. И они сегодня торгуются за какой-то там кусочек, отдайте нам, уже как будто бы они закрепились в восточных территориях, как будто бы они закрепились в Крыму, как будто бы они закрепились на территории, которую они захватили на нашей территории. То есть там идет вот такой смысл заложен, так? То есть если они здесь вот даже это говорят, а остальном, мол, и не говорите. России надо показать, что так нельзя дальше действовать. И вот западные страны, я имею в виду Европа, они сейчас как-то в этом направлении имеют какую-то четкую позицию, хотя они Мгм. совсем недоработанные, но я думаю, что они выправятся, они уже понимают, с чем имеют дело, они понимают, что Европа сама остается один на один с этой империей, так? И здесь, возможно, такие ходы, которые мы предполагаем, что если президент Трамп не изменит ситуацию и будет идти на сближение с Кремлем, то получается, мы имеем в лице Америки тоже какую-то имперскую державу. Вот к этому как будто идет. Да-да. Поэтому сейчас говорить о том, что говорил Залужный, можно только вот так расценить, с моей точки зрения. Не надо сейчас говорить прав. Может быть, это и, как ты говоришь, борьба теперь уже за Перед президентский пост. выборами. Да, Мгм. эти выборы тоже незаконны. В любом случае незаконны. Там, где идет война, там, где есть давление, не ведутся выборы. Почему? Потому что в международном праве сказано, здесь должно быть свободная воля изъявления человека. Где здесь свободная воля изъявления человека? То есть в этой ситуации свободно человек не может высказаться. Значит, с этой точки зрения это не является, это будут не выборы, это будет навязывание какой-то власти. Вот так я так думаю, Аслан. Мгм. Ну, а если, например, будет перемирие, перемирие установится, придут наблюдатели, и все как положено. Ну, конечно, оккупированные территории нельзя будет провести выборы, но не на оккупированных территориях, как вы считаете? Если Но перемирие, Зеленский сказал 2 месяца выседать. Мгм. если будет перемирие, вот смотри, когда Вторая мировая война была, они заключили какой-то, значит, там момент, вот будет вот так. После этого они приняли международное право, в котором сказано, теперь вот из того, что вот так вот, как говорят, установилось, потом должны вот так вот жить, так решили. И все эти страны тогда подписали эти документы, все принципы, с этим согласились. А теперь идет нарушение и этого принципа. Какое перемирие может быть сейчас, если не освободить эти территории? Это два. Если это временная какая-то обозначенная мера, скажем, в таком-то времени эта территория будет освобождена по такой-то причине, это будет заложено. Или еще что-нибудь такое. Такие варианты допустимы с моей точки зрения, но с точки зрения, скажем, морали, нравственности недопустимы. Агрессор должен быть выбит,
А если нет для этого силы, то, конечно, приходится ждать, и какие-то вот меры, если остальной мир помогает, и под гарантией остальных стран мира это можно делать. Я так думаю. Вот такая у меня точка зрения. Ни в Ага, коем случае не Баркалай. давая никакого поощрения агрессору. Ни в коем случае. Вот я так думаю. Мгм. Полностью с вами согласен, Аят. Я вот отвлекаюсь, читаю, поэтому немножко отвлекаюсь. Иса Ахмадов пишет: все депортации, совершенные оккупантами Российской империи, СССР, РФ, Путин, возможно ли депортация чеченцев сегодня? Но это зависит не от нас с вами, мы-то, конечно, против возможнее, но, по крайней мере, планы того, что депортируют чеченский народ, эти планы у Москвы есть, об этих планах говорил даже президент Горбачев в свое время, так? Потом уже в 93 году тоже был принят специальный план высылки чеченского народа. Еще с этим планом открыто выступал президент Джугар Дудаев. Он мне показывал, вот, куда хотят выслать чеченский народ снова. И Мгм. эти планы и есть и сегодня. Как бы там они не расхваливали этот режим, который находится марионеточный, они понимают, что сам народ все знает, и им вот народ наш как раз-то является как бельмо в глазу для того, чтобы обладать этой, мол, Кавказом, особенно Северным Кавказом. Они против нас выступают. Мирно они жить с нами не хотят. Хотя мы им предлагали, России, давайте мир. То есть это независимо от этого, конечно, они, если им удастся этот шаг, они сделают. Они сделают это. Империя на это пойдет, если им удастся. Понятно. Но мы уже в этом плане, когда тогда они хотели это делать, то тогда наш народ выступил против, и выброшена была их армия, 500 000 армия была выброшена за пределы нашей страны. То есть у нас есть какие-то цели в этом, и Украина здесь тоже понимает ту ситуацию, которая складывается. Они историю хорошо свою знают, да, историю общую тоже. Вот так я думаю. Конечно, в принципе, если ситуация благоприятная будет для самой России и дадут ей сегодня, как бы, значит, возможность для этого, ситуацию создадут, то она это сделает не глядя, никаких разговоров. В этом у меня нет никакого сомнения. Мгм. Да. Спасибо, Аят. И продолжу вопросы от Исы, очень глубокие вопросы. И только, наверное, чеченцы поймут до конца, что он имеет в виду. Всемирное достояние назначают зданием, территориям, территориям, зданиям, ну и так далее. Нации могут быть всемирным достоянием нации, всемирным достоянием человечества? Но всемирное достояние человечества, нации, всемирное достояние, это значит принадлежит всем народам Да, человечества. Так вот да, получается, да, да? да, да. Ну, в принципе, так оно и есть, что дети-то этого человечества разные, получается, разный характер, разные цели ставят. Мы же видим это. Группировки одни там 1,5–2 миллиарда, другие там только 1 000 000 человек. То есть это вот такое состояние. Конечно, это в целом тогда, если бы справедливо было всемирное, скажем, общество, то есть имеется в виду международное право, оно имело Мгм, бы возможность вот так регулировать справедливость в этом мире, то это в этом смысле, я думаю, возможно. мгм. Аят, как известно, у нас с армянами нас связывают очень тесные и долгие исторические промежутки времени, события. Когда устанавливалось государство, которое известно по ассирийским названиям Урарту, по самоназванию они себя называли Бейны или Бен. Бен — это, например, Арби Вагапов говорит, что это слово обозначает Бен, Бейны. Урарту сами они себя называли так. И где-то в самый расцвет Урарту, в самый расцвет Бейны, в написании исторических хрониках
происходит как бейнили, если правильно. А по-чеченски это ли добавляется, что как бы множественное, наверное, число, но я не знаю. Но Арби Вагапов говорит, что это похоже на гнездо, на гнездо. Гнездо, поселение такое, гнездышко. И, и мы жили в одном государстве с армянами. И всегда всю историю только хорошее слышим про армян, от армян. Вот и сейчас, вот почему я сейчас вспомнил армян, говорю про них. Вот к нам тут сюда зашел человек, он нас приветствует. Я всех армян, всех наших друзей и не армян, всех приветствую, друзья. И вот он здесь пишет, что чеченцы, армяне и чеченцы – это войнахи, он говорит, и что 80% армян считают чеченцев своими. Это точная информация. Так получилось, что среди чеченцев не все чеченцы оказались чеченцами, и не все оказались за чеченцев, как мы выяснили, даже некоторые, которые говорят, что они чеченцы. Вот если, я не сомневаюсь, что мы сейчас будем выстраивать отношения и с Арменией, и с другими государствами. Когда это будет происходить, на какой основе это может происходить? Мы можем, например, выстраивать с ними отношения в таком ключе, что все чеченцы являются братьями армянами и нам. Или же мы будем подходить с учетом прошедших недавних событий и страшного геноцида, который мы перенесли, и люди, которые себя полностью дискредитировали. Как у нас будет строиться отношения вот в этом ключе? Сложный немножко вопрос. Армян, у меня тоже много знакомых армяне. Они жили у нас в республике, многие. Много. Они учились, мы вместе даже учились в институтах, в школах. И всегда мы были дружественны. Так? И сказать, что из исторически, вот как этот историк Вагапов говорит, что мы имеем общие какие-то корни, он здесь прав. Мы корни, все человечество имеет единые корни, но мы действительно жили там рядом, вместе, и где-то, может быть, и он прав в том, но история, она тоже как наука, она как-то развивается. Мы еще потом узнаем, что такое. Но я знаю, что многие армяне были нашими друзьями, многие, а некоторые из них, их отщепенцы сегодня против самих армян вот сидят в Москвах или в других городах и вовсю ругает сам армянский народ. Мы это понимаем. Поэтому мы исходим из этого и говорит о том, что, допустим, они самые близкие, а другие не самые близкие, тоже мы не можем. Мы вообще больше всего на нашей территории, помню, были армяне у нас жили. Да. В отличие от других. Русские, а потом армяне. Я же говорю из тех вот событий, которые были, где я учился, работал, так? Поэтому у нас были очень хорошие отношения. И сейчас даже вот с многими, которых я знаю, армяне, они в Армении живут, мы контактируем по связи и говорим. И когда я вижу, я всегда к ним очень доброжелательно и дружественно отношусь. Имея свою основу, которая у меня были еще, скажем, с молодости, с юности. Поэтому, когда я вижу, они кажется, что они как бы вернулись, и вот они снова вместе с нами. Хотя в то же время мы видим и других, которые сидят вокруг Путина, льют грязь на нас и на сам армянский народ. Поэтому мы здесь должны как-то вот правильно к этому вопросу относиться. И в перспективе, что мы, как мы можем. Да, мы говорили об этом еще в те года, 93-92 годы. Мы говорили о Кавказском доме, едином, так сказать, конфедерации государств, чтобы создать на этом между морями Каспийским и Черным морем. Черным. Да, это было у нас как бы уже тогда планировалось, вырабатывались разные программы, об этом все было всем известно. Здесь были контакты
которые необходимы были из Грузии и с Азербайджаном. И наш президент ездил туда, помню, на встречу в Баку, где они встречались. То есть это серьезным образом от этого вопроса рассматривался, как и что делать. То есть, но те события, которые потом возникли, там, война, которую развязала империя, все это как бы сделало этот вопрос пока что просто, ну, иллюзорным пока. Надеюсь, что сейчас ситуация изменится, мы это не забыли, эти планы есть, и мы возобновим. В любом случае мы должны единым фронтом на Кавказе выступать и действовать в защиту своей, как говорится, человечности, единства, дружественно, я так думаю, в целом. Вот я на этой позиции остановлюсь. Мгм, мгм. Спасибо. А могло ли так случиться, вот на самом деле много армян у нас жило, могло ли случиться, вот когда вот 590-550-х годах до нашей эры такие вещи интересные происходили, и когда ираноязычные государства, ираноязычные народы захватили Урарту, разрушили вот это Баяни или Бен, как говорит Арби Вагапов, если и они могли с нами, армяне, уйти туда, на Северный Кавказ, то есть в горы, спасаясь, ну, кто-то остался, понятно, там Армения потом была создана, но какие-то армяне ушли вместе с нашими, получается, или это новые армяне, которые с нами жили вот уже здесь, или древние? Вот, Асан, на этот вопрос я тебе не отвечу, потому что я не знаю. Я не знаю, не помню, это надо спросить у историков, конечно. Мгм. Но те, кто ушли, наши люди, они все говорят на нашем языке, и где бы они ни находились, так? Другое дело, что наш этот народ, который вот уже на Кавказе появился где-то 3-4 тысячи лет назад, его пытаются дробить там на части. Весь наш народ на разные части. Некоторые части даже на нашем языке не разговаривают, которые на Кавказе, так? Ну, вот, как видите, последний пример – это ингуши. Это тоже наш народ, но его тоже, мы единый И народ. батбийцы. Да, Мгм. бельгийцы там и другие, другие. Нас хотят разделить на части, и потом от этих частей там выдвигаются разного рода имперские отморозки, которые начинают сеять рознь между этими частями. Мы это знаем. Но наша задача в том, чтобы идти к объединению, а не к разъединению. Да, конечно. Поэтому сейчас те, кто говорят на наших языках, помнят себя, они наши, то есть из нашего народа. В то же время, как ты сказал, мы все являемся людьми, значит, с этой планеты. Мы единое, как говорится, сообщество, которое живет на всей этой планете. Как-то здесь вот раздрай устраивать нельзя, мне так кажется. Мгм. Я полностью согласен, конечно, армяне хорошие люди, надо найти, у вас есть, нам и мне нужно найти связи, контакты, и нам, чеченскому народу, надо выстраивать с ними заново, может быть, или новые выстраивать, которые мы потеряли, большому сожалению. Но здесь Георг пишет, что в Урарту жили чеченцы, ингуши, армяне, ассирийцы. Я бы немножко возразил вам, Георг. Ассирийцы это были те, ну, ассирийцы там тоже жили, они тоже бежали от ассирийской вот, империи, но в основном разрушения и удары наносили именно ассирийцы на протяжении там, ну, около века, наверное, ассирийцы атаковали Урарту, и потом уже к ним присоединились уже иранские племена, кочевники, которые вместе с Мидией, государством, которое тоже они ранее захватили, разрушили, вместе с ними они уже окончательно добили вот эту Бен, Баянили, или Урарту, как она называется. Хотя я думаю, Урарту идет название все-таки от Арарата, Арарату. Вот так, наверное, оно слышалось и называлось. Но историю еще поговорим, обсудим. Очень, а, очень интересно, Ая, очень интересно. Ая, мы уже почти час в эфире. Огромное вам спасибо. Спасибо, что уделяете время, объясняете нам многие вещи. И это очень ценно. Дерес хуйна аят.
Да, да, бежтки. Всем Ну, да, спасибо. вообще. Вообще, Сегодня. Тогда на этом я закончу, Аят, наш сегодняшний стрим. Давай. Мега дудерес фор Аят. Всем спасибо, друзья. Всего самого хорошего. Адикюэль маш ойл. Адик, я да. Адик